You hit me up at 3 a.m. on a Friday night. Всем привет, друзья! Это, я надеюсь, завершающая, 4-я часть видео о пустых баночках, детские пустые баночки. Но сегодня баночки не совсем пустые, просто совсем скоро закончится сезон, и то, что я вам буду показывать, то, что у меня закончится, вообще потеряет для вас актуальность, а возможно сейчас вы ищете что-то подобное, поэтому я собрала то, что у меня сейчас, активно участвуют в уходе за ребенком, те средства, и буду вам их показывать. Средства от марки «Мое солнышко» — это пенка для купания. Я ее брала с целью создания пены в ванной. Мой ребенок, как и все, наверное, дети, тащится по вот этой пене, с ней можно играть, намазывать ее на пузо и вообще веселиться. Я купила это средство, когда? Ребят, наверное, недели 1,5 назад. У меня осталось вот так. Как это магия! Я не каждый день купаю ребенка с пеной. Расход адский. Пены не дает вот такой бешеной шапки, какой мне хотелось бы, если честно. Не дает. И аромат тут написано, медовая дыня с маслом авокадо. Настолько легкий запах. Вот если бы я не знала, что это дыня, заклеенное, такое у нас слепое тестирование, я бы понюхала, я бы не сказала, чем пахнет. То есть это не запах дыни, вот прям дыни. Не знаю, я недовольна, честно, я больше брать не буду. Вот я его взяла, какая-то была причина, вот я не помню. Но я больше брать не буду, все, с меня достаточно. И вот, кстати, вопрос к мамочкам. Скажите мне, пожалуйста, кто покупал средства для купания, шампуни, гели для душа Angry Birds, когда такая вот бутылочка, а сверху птичка? Кто брал? Расскажите мне, хорошие или плохие, потому что у меня рука потянулась к такому средству с красной птичкой, а мне женщина в магазине говорит: вы что, не берите, они раздражают кожу. Я говорю: да ладно, это же детское средство. Она говорит: да, не берите. Вот и я не взяла, испугалась. Скажите, я зря это сделала или не зря? Кстати, кого сегодня смущают твои волосы? Ребята, они меня смущают в 10 раз больше. У меня тестирование сейчас идет шампуня и бальзама системы, и я пока в ужасе. И если вот это будет продолжаться, то я не знаю, я просто прерву тестирование на середине, потому что я не могу ходить с такой головой. Пришло лето, и нужно заботиться о защите ребенка от солнечных лучей. Если вы думаете, что ребенка только на пляже нужно намазывать вот таким каким-то средством, вы очень сильно ошибаетесь. Средство от загара нужно носить на каждую прогулку. Причем это средство наносят не тогда, когда уже дитё сидит красное в песке все, да, а дома, для того, чтобы все эти санскрины успели подействовать. У меня 2 сейчас активных средства, которые я использую. Дешевое от «Мое солнышко» SPF 30 и SPF 50 от Nivea Sun. Малыш, кстати, такой вообще классный. Мне очень нравится сама упаковка и вообще вот новая формула написана. В чем мораль? Для города хватает вот такой штуки. То есть я думала, что ребенку только полтинник нужен, нужно что-то серьезное. 30-ка была куплена случайно, какая-то была ситуация, что нужно было срочно купить, и я кроме вот этого ничего не нашла на тот момент. Ребята, оно работает отлично, оно дешевое и работает отлично. Мой ребенок гуляет по несколько часов в день. И ничего, у Вероники ровный, красивый загар, ни разу ничего не обгорало. Я обязательно мажу лицо, спинку носа, щеки, вообще все, что из-под одежды выглядывает, я все промазываю санскрином. При этом у меня ребенок равномерно красиво загорелый и ни разу ничего не обгорало. То есть вот это средство хорошее, мне оно нравится. Я, кстати, могу показать консистенцию, кому интересно. Не очень приятная, такая вязкая, видите, скоро закончится средство, оп. Такая вязкая текстура, наверное, у всех средств солнцезащитных такая. Пахнет детским кремом, никакого там приятного аромата, например. Все разносится, он совершенно не липкий, хороший крем, мне нравится. Вот это средство, избыточно. Я его ношу в рюкзаке на всякий случай, если нам придется подмазываться прямо на улице. Но я думаю, что я его буду использовать на пляже, если мы, конечно, поедем на море. Здесь более приличная упаковка, конечно. Такой запах, знаете, чуть поприятнее, чем у моего солнышка, но тоже ничего особенного. И он более легкий. Если мое солнышко, он такой липкий,
то здесь более крем водянистый, он приятнее расходится. То есть, ну, скажем так, разница в ценовой вот этой вот политике, она ощутима, да, то есть вот это, конечно, так покруче, поприличней. Но и вот это справляется. Поэтому думайте сами, решайте сами, если вы на бюджете, хотя бы такой покупайте. Но покупайте ребенку средства от загара. Значит, себе мы покупаем пудрочки, тона с SPF, а ребенку ничего. Нет, так нельзя, так нельзя. Два средства от Avon Naturals. Это вишневая радость, детский гель для душа, пена для ванн. И озорная груша то же самое. Можно купаться, можно добавлять в ванну. Очень вкусно пахло вот это вот, кто это, вишневая радость. О, вишневым компотиком, прям обалденно. И груша пахнет, ну, каким-то, если честно, зеленым яблоком, но чем-то таким, ну, то есть не грушей. Ой, нам эти средства понравились, ничего в них особенного, они не какие-то волшебные, но они пену, кстати, создают лучше, чем вот это. Если вам пена принципиально, то вот они работают неплохо. Вообще, если вот говорить откровенно, я не разочаровывалась в сетевой косметике, именно в детской. И последние три средства, их все можно рассматривать в параллели, это средства от комаров. Вот такой спрей Gardex, это покупка из Fix Price, 55 рублей, малыш, здесь сколько, 45 миллилитров. И вот такой москитол, 50 миллилитров тоже, но он стоил 118 рублей в аптеке. Про вот этот Gardex. Он защищал плохо, закончился он быстро, то есть посмотрите, как он распыляет. Мелкий такой аэрозоль, но средства очень много расходуются. По идее, там вам на всего ребенка нужно 3 пшика, по идее. Но все равно ты пшикаешь больше, потому что боишься, что где-то участки не проработаны. И как я провожу эксперименты, да, с такими средствами? Я пшикаю себе, например, на руку, или лучше куда-нибудь, где не очень заметно, на щиколотку. И сижу и жду. И как обидно, когда я вот так вот прям пшикнула это средство, прилетел комар и кусал меня ровно в эту точку. Думаю, ну ты чего? Ну давай соблюдать правила какие-то, я же пшикнула. Вот, я в домике, да, если я пшикнула. Нет, комары все равно меня кусали, и они никак не реагируют на вот эти штуки. Почему-то. Я даже, знаете, как делала? Когда комар летел, я в него пшикала, тоже им пофиг, веники. Либо у нас такие жесткие комары. Не помогало. Вот этот вот москитол, молочко, спрей от комаров, мокрецов, москитов. 2 часа защиты. Тут, кстати, тоже 2 часа защиты обещал. Здесь от года. И эта штука работала получше. Это молочко, спрей, то есть если там просто спрей, то, ну, не видно, но когда его там было больше, да и сейчас вроде видно вам, что оно такое белое, матовое. Ну, короче, оно действительно как молочко, его нужно нанести и как бы растереть. Это плохо, потому что руки, я не хочу их пачкать, потому что потом я буду давать ребенку сушку или какую-нибудь палочку, а руки у меня уже вот такие вот, да, в средстве, их нужно вытирать, очищать и так далее. Но вот это средство работало лучше. Сейчас у меня средство от Деты, молочко тоже спрей, и у меня еще про запас куплено средство лентовское, вот прям, ну, магазина Лента, их специальные средства для детей. Все расскажу вам, как будет работать, потому что у нас это прям проблема, вот серьезно, у нас все мамашки, у всех куча средств, все делятся опытами, потому что, ну, правда, для нас это актуальная проблема. У меня был случай, вот, кстати, вот с вот этим средством, Веронику бабушка напшикала, и они гуляли, и после прогулки мне вернули покусанного ребенка, просто всю, такого быть не может. И я начала думать, как ее спасать, и купила в магазине вот такое средство. Это After Bite, гель после укусов насекомых. О нем я расскажу позже, пока расскажу. Значит, я решила Веронику намазывать, когда намазывала от укусов, да, чтобы не зудело, я считала укусы. На Веронике было больше 50 укусов. Они на улице гуляли час. Она вся была запшиканной вот тем средством из Fix Price, и все равно ее так сильно покусали. Кошмар, кошмар, куда мир катится. Вот это средство мне не нравится, я вам честно скажу, у меня его осталось где-то половина. Расход у него, сказать бешеный, ничего не сказать. Здесь вот такая помпа, и оно прям
Сейчас будем ловить. Выстреливает. Видите? Вот я постараюсь медленнее нажать. Все равно оно прожимается до конца. Вот такой прозрачный гель, водянистый, с ароматом ментола. Ну или чего-то мятного. Мяты, я не различаю эти ароматы. Ну такое что-то, короче, орбитом каким-то пахнет. Слушайте, то есть вот если вы хотите обработать 20 укусов, вы себе в руку выдавили и наносите ребенку на каждый укус. Но если у вас один укус, вы не сможете это средство дозировать. Стоит оно недешево, оно стоило порядка 200 рублей. Здесь 25 миллилитров, которые просто уходят очень быстро. Я недовольна. Запоминайте, Off, Johnson's, короче, Family Company. Не берите. Я решила в качестве эксперимента Веронике просто гелем алоэ смазывать места укусов. То же самое, никакого волшебства здесь нет. То есть это просто увлажнение и местное охлаждение вот этого укуса. Ничего такого. Стоит очень дорого, за 25 миллилитров это просто кошмар. И мне кажется, что вот эта помпа специально сделана таким образом, чтобы мы тратили больше средств, и расход был большой, и мы бежали в магазин, покупали еще. Я, конечно, его добью, но мне оно не нравится, и вам я его не рекомендую, экономьте деньги. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Как всегда, желаю здоровья вам и вашим детям. Обязательно расскажите, если вы пробовали вот эти вот средства с Angry Birds наверху, правда они раздражают кожу и такие жуткие, или они нормальные, потому что очень хочется попробовать и не хочется попасть в просак. Я очень сильно вас всех люблю, спасибо, что вы были со мной, и пока. You hit me up at 3 a.m. on a Friday night. Say you ain't